Под видом социальных работников у области зноў фіксуюцца факты злачынстваў, калі да даверлівых грамадзян у асноўным пажылых прыходзяць людзі і прапануюць розныя виды паслуг. Ходили по ближайшим тоже пятиэтажкам, и при этом никто из даже, ни у кого не возникло какое-то сомнение, да, или какое-то подозрение, что просто позвонить в милицию и сказать, что здесь ходят какие-то непонятные женщины, правильно? Сразу бы сотрудники милиции приехали, может быть, как раз бы и до этого преступления не было. Махляры могуць выдаваць сабе за каміваяжэраў альбо медыцынскіх работнікаў. Яны прапануюць прадаць адзенне, апаратуру, розныя прыстасаванні па зніжаных цэнах, запіс на быццам бы вакцынацыі ад коронавірусу. Пры гэтым іх асноўная мэта зусім не ў гэтым. На данный момент с гражданами проводим профилактические мероприятия при встрече в городе, также при посещении по месту жительства доводим информацию, что в отношении, в основном в отношении пожилых граждан совершаются мошеннические действия, оказание услуг по ремонту, замене розеток, также газосигнализаторы предлагают установить, которые также по завышенной цене. Мэта супрацоўніка міліцыі падчас правядзення такіх рэйдаў праверыць, наколькі інфармаваны грамадзяне, пенсіянеры ў першую чаргу. Менавіта яны самая уразлівая і неабароненая катэгорыя насельніцтва ў такой сітуацыі. Што неабходна рабіць, каб не стаць ахвярай махляроў? Па-першае, заўсёды прасіць паказаць дакументы ў тых, хто выдае сябе за сацыяльных работнікаў. Па-другое, патэлефанаваць ва ўстанову сацыяльнай службы і даведацца, ці на самой справе да іх направілі супрацоўніка. Можно было избежать ряда таких преступлений, как кражи, как мошенничество, если бы сознательные граждане, в подъезде которых ходили бы какие-то непонятные, незнакомые люди, своевременно позвонили в милицию. Поэтому, уважаемые наши жители Брестской области, если вы обнаружили в своем подъезде, либо вблизи домов лиц, которые предлагают вам какие-то непонятные товары, либо предлагают оказание услуг, в том числе по проведению или записи на бесплатную вакцинацию, не надо с ними даже общаться. В этой ситуации просто наберите номер 102. Юрий Петлюр, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».